США ввели ограничения по выдаче виз для китайских чиновников, замешанных в нарушении человеческих прав в Восточном Туркестане. Согласно заявлению Министерства иностранных дел, ограничение коснется китайских чиновников и членов коммунистической партии, замешанных в произвольных арестах, пытках и гонениях мусульман. Отметив, что Коммунистическая партия Китая не прекращает репрессии против народа уйгурского региона, министр иностранных дел США Майк Помпео сделал следующее заявление. Для уничтожения культуры и религии китайские власти подвергли мусульман жестоким гонениям и заключили миллионы тюрков в лагеря перевоспитания. Именно по этой причине мы ввели визовые ограничения для китайских дипломатов. Спутниковые снимки показывают, что китайское правительство продолжает разрушать кладбища и могилы уйгуров, существующих на протяжении многих веков. Согласно совместному исследованию, проведенному французским агентством AFP с экспертами из неправительственной организации Earthrise Alliance, которая занимается вопросами окружающей среды, за последние 2 года китайские власти снесли десятки кладбищ и захоронений уйгуров. Во время протестов, не прекращающихся в особом административном районе Китая, несмотря на запрет, группа демонстрантов в масках провела акцию во время апелляционного суда по делу активиста Эдварда Леунга, задержанного в прошлом году и осужденного на 6 лет. Участники акции потребовали освобождения Леунга, являющегося одним из лидеров и организаторов демонстраций за независимость Гонконга. Министерство фондов и религиозных дел Палестины отметило, что рейды в мечети Аль-Акса, устроенные фанатичными евреями, продолжаются, и предупредило, что Израиль пытается втянуть регион в религиозную войну, последствия которой станут плачевными. Об этом заявил заместитель министра исламских фондов и религиозных дел Палестины Хусам Эбурраб. Вчера днем на севере Сирии началась операция турецких военных под кодовым названием «Источник мира». Истребители военно-воздушных сил Турции нанесли удар по сирийскому району Расулайн, расположенному напротив турецкого округа Джейлан-Пынар. После бомбардировки Тель-Абьяда Минобороны Турции сообщила о начале наземной операции на востоке Ефрата. Напомнив, что военные силы Турции сотрут с лица земли террористический коридор, Эрдоган сделал следующее заявление. «Это наше решение и цель. Операция направлена исключительно против террора, и принятые нами шаги ни в коем случае не коснутся мирного населения Сирии. Единственной целью операции является установление безопасной зоны и обеспечение мира в регионе.